Ветхие особняки, старинные бульвары, каменные мостовые, проселочные дороги и горные тропинки на протяжении столетий хранят истории. Истории о безмерно талантливом, страждущем, скромном и болеющем за судьбу своего народа. Романтик, философ, основоположник остинского литературного языка Коста Хитагуров. Родина поэта – селение Нар. Здесь в октябре 1859 года и начинается история величайшего сына остинского народа. На горном склоне возвышается дом, известный каждому жителю села, тот самый, в котором родился Коста. Сегодня это современное четырехэтажное здание мемориального музея, хотя изначально дом Коста Ливановича был двухэтажным. Дополнительные этажи появились уже в XX веке, когда здесь был организован музей. Мемориальный дом-музей Коста Хитагурова был построен к 120-летию со дня рождения поэта. Инициатором открытия стал первый секретарь Северостинского областного комитета КПСС Белар Кабалоев. В 1979 году в зале заседания Совета министров собрались историки, архитекторы и министры. Проект строительства музея вызывал немало споров. Некоторые из участников комиссии по подготовке к юбилею выступали за сохранение первоначального вида дома Хитагуровых. До сих пор в архивах хранится фотография, на котором запечатлено двухэтажное здание, где жил Коста. Однако комиссия поддержала проект строительства здания, разработанный знаменитым архитектором Анатолием Птимировым. Дом-музей, окруженный живописными горными пейзажами и старинными жилыми построениями, на протяжении 40 лет рассказывает нам историю жизни маленького горского мальчика. Основание нашего музея мемориального есть дом, в котором родился Коста Хитагуров. На момент того, как было принято решение строить мемориальный дом-музей, от дома Коста, от того дома, где он родился, оставался только хлев. Были разные мнения, конечно, мнение сохранить тот хлев, оставить его в том виде, в котором он был, и построить новое здание, которое сегодня является тем местом, где мы говорим о Коста Хитагурове. Дом-музей наглядно демонстрирует жизнь и быт горцев XVIII-XIX века. Здесь находятся старинная мебель, посуда и разные предметы быта, которые окружали местных жителей. В экспозиции нашей представлены несколько залов. У нас представлен хлев, где мы показываем основной род занятия горцев в то время. Традиционно на первом этаже размещался хлев, где семья держала домашний скот. А на втором был уже жилой дом. Благодаря подобной конструкции удавалось сохранить тепло. 15 октября 1859 года именно в этом хлеву Мария Гавриловна родила своего первенца. Сегодня на втором этаже дома-музея находится зал-экспозиция. В центре комнаты на цепи висит очаг. Также здесь располагается деревянная мебель, глиняные горшки, высокая кровать и детская колыбель. В этой комнате, предположительно, под пение матери и засыпал младенец Коста. Дом, в котором родился Коста, он представлял собой строение из двух ярусов. Первый ярус – хлев, и верхний ярус – это уже жилая часть. Но на момент строительства мемориального дома было принято решение показать больше материала, и были пристроены еще 2 этажа. То есть здесь у нас там зал, где представлена его биография, и последний этаж – это выставочный зал. Свою родную маму Коста Ливанович не помнил. Она умерла, когда ему было всего лишь 2 месяца.
Младенца забрала к себе близкая подруга Марии Гавриловны Чинзе Запарова. Она проживала в соседнем селении Цми. Чинзе полюбила мальчика и окружала его заботой. В доме Запаровых он жил до 4 лет. Если мы вот так вот вспомним, какое у него было детство, то во многом эти годы отразились и на его судьбе, и на его творчестве. Но то, что он рано остался без матери, мы все знаем. Но вот сказать, что совсем его детство было безрадостным, я бы, например, это мое личное мнение, конечно, кто-то, может быть, поспорит со мной, я бы не сказала. И Коста до 4 лет не ощущал себя сиротой, потому что она окружила его теплом и заботой. И не только она, но и ее дети. Самый старший ее сын, которого звали Борис, был первым учителем Коста. Учил его грамоте, заботился о нем. Едва Коста исполнилось 4, как отец забрал его домой. К этому моменту Леван Хитагуров женился 2 раз, и он хотел, чтобы воспитанием сына занималась его супруга. Но с мачехой отношения не сложились. Она просто-напросто не взлюбила мальчика. Все эти события незримой нитью будут пронизывать его будущее творчество. Горести Коста начались уже после того, как отец привел в дом мачеху. Это была Кажмыда Сухиева. И где-то до 5 лет Коста рос с мачехой. Отец все это время тоже бывал в Наре наездами. И все вот эти вот мытарства, которые ребенок может испытать от недоброй, скажем так, мачехи, Коста пришлось испытать. Об этом он не раз и не два потом напишет в своем творчестве. Я прочитаю его стихи, которые очень красноречиво характеризуют отношение мачехи к нему. «Ярартырыш хуштей, яравдеттернад, ясумара хуштей, хеуидамден мад». Будущий просветитель жил в Наре до 11 лет. Этот этап жизни стал фундаментом для его творчества. Именно здесь впервые начал проявляться талант Коста как художника. Будучи 5-летним ребенком, он здесь, в Наре, учился в церковно-приходской школе, и двор был выложен из сланца. И вот на этом сланце он изображал образы животных, то есть никто никогда его этому не учил, вот он видел и срисовывал. Природный дар, который в нем был заложен, он в раннем детстве его проявлял. И, естественно, окружающая его среда, невероятно красивые горные пейзажи, очень богатая растительность, животный мир. Это все его вдохновляло. Родной аул вдохновлял Коста на протяжении всей жизни. В этнографическом очерке «Особа» он описывает эти места. Упоминания о Наре встречаются и в стихотворениях Чида «И не забудь, что я забыл родные горы». Даже спустя годы Коста любил возвращаться в отчие края. Тепло и радушно принимали его жители села. Молодежь пела его песни, а старшие вели с ним долгие беседы о делах аула. Они уважали и доверяли своему земляку. Известно, что после возвращения Хитагурова из херсонской ссылки жители Нара попросили его заняться ведением судебных и административных дел селения. На протяжении всей жизни Коста выступал за права горцев, открыто писал о проблемах закрепления за горцами исконных земель и был против их захвата иностранными и русскими капиталистами. В жизни каждого поэта, прозаика, художника, скульптора всегда есть муза. Та, которая вдохновляет или вызывает яркие, волнительные эмоции, зачастую рождающие великие произведения. Одна из муз Коста жила во Владикавказе, где он поселился в 1885 году. Это был период, когда Хитагуров вернулся из Петербурга. Некоторое время он пожил с отцом в селении Георгиевско-Осетинское, Лаба, а потом перебрался во Владикавказ. Своего жилья в городе у него не было, поэтому приходилось останавливаться у родственников и знакомых. В Петербургской императорской академии художеств Коста получил прекрасные знания и теперь мог зарабатывать на жизнь живописью. На улицах современного Владикавказа сохранились здания, которые открывали свои двери для поэта и были свидетелями важнейших этапов в жизни Хитагурова.
Белоснежный особняк на улице Черменобаева, чьи окна на протяжении почти 2 столетий выглядывают на набережную Терека, хранит в себе память о молодом влюбленном поэте. В 80-е годы 19 столетия в нем проживала зажиточная купеческая семья Поповых. Младшая дочь в семье, Анна, стала первой любовью Коста Хитагурова. В 1885 году, когда Коста вернулся из Петербурга и осел во Владикавказе, совсем еще молодым, 26-летним человеком, однажды увидел стайку юных гимназисток и среди них приметил замечательно симпатичную девушку. И с тех пор он часто появлялся напротив этого дома, делая вид, что сидит, отдыхает на набережной, а сам поджидал эту юную красавицу. Сидя на камне напротив ее дома, Коста часами вглядывался в окна в надежде увидеть лицо любимой. Он искал возможности познакомиться с Анной, однако общие знакомые не спешили их сводить. Они прекрасно понимали, что если даже она ответит взаимностью, из-за положения в обществе семья Поповых не согласится на брак Анны и Коста. Поддавшись порыву, в 1886 году Коста пишет Анне Яковлевне письмо с признанием. В конверт помимо самого письма было вложено посвященное ей стихотворение «Да, я уж стар». К счастью, Анна Яковлевна Попова оставила дневниковые записи. Они сохранились, хранятся они сегодня в фондах литературного музея. Эта девушка действительно питала к Коста симпатию. Она пишет в своем дневнике, что с юных лет я мечтала встретить человека с большим умом и добрым сердцем, с глубокими познаниями, который бы смог и на меня повлиять тоже. И когда я встретила Коста, я поняла, что это именно тот человек, которого я мечтала встретить. Встречи были короткими, но их крепко объединяли общие взгляды на жизнь и на устройство общества. Анна очень вдохновляла Коста, была его музой не только в литературе, но и в изобразительном искусстве. Как известно, с Поповой была написана картина «Святая Нина». Для Коста также позировал и брат Анны Яков, с которым Хитагуров дружил. Спас нерукотворный, который у нас вот есть в музее, то если мы сравним фотографию Якова Яковлевича Попова, родного брата Анны, то да, это одно и то же лицо. Несмотря на взаимные чувства Анны и близкую дружбу с братьями, Коста не мог жениться на возлюбленной. Причина – социальное положение Поповой. В высших кругах того времени подобный мезальянс считался неприемлемым, а семья девушки не собиралась идти против устоев даже ради ее счастья. Их любовная история была без счастливого финала. Семья увезла Анну в Тифлис, где она прожила долгую, но одинокую жизнь. Храня в сердце нежные чувства к Коста, она так и не вышла замуж и осталась ему верна. В 40 километрах от Владикавказа в городе Алагир находится еще один свидетель безграничного таланта Коста – Свято-Вознесенский собор. В 1850 году по приказу императора России Николая I здесь построили серебряно-цинковый завод. Рабочие приезжали сюда из других губерний. Они образовали небольшой поселок. Большинство жителей исповедовали православие. Для них в 1851 году был заложен Свято-Вознесенский собор. Его построили в византийском стиле из местного материала – серого туфа. Проект был разработан известным русским архитектором и художником князем Григорием Гагариным. Храм был торжественно освящен спустя 2 года, в 1853 году. Уже через 30 лет местное духовенство заговорило о том, что храм необходимо реставрировать. Эту работу решили доверить именно Хитагурову. Сегодня практически каждый житель Алагира знает, что фрески, изображенные на стенах и потолке, вся внутренняя роспись храма – работа великого Коста. В течение 2 лет он заново расписывал стертые временем иллюстрации библейских эпизодов. Детально прорисовывал лики святых и изображения ангелов. Коста действительно в этот период жил во Владикавказе, он действительно зарабатывал деньги в основном своей профессией художника, он писал декорации, он принимал заказы, писал портреты
иконы писал по заказу. И, естественно, Алагирская церковь, одна из старейших церквей, там росписи пришли в запущенное состояние, нуждались в срочной реставрации. И, конечно же, Коста, как первый профессиональный художник в Осетии, конечно же, к нему наверняка обратились. И сомнений нет, что он там занимался реставрационными работами. Но которые именно, хотелось бы знать, к сожалению, время уже упущено. Коста был человеком верующим. В своей живописи он не раз обращался к христианским мотивам. Достаточно вспомнить картины «Скорбящий ангел» и «Моление о чаше». Правда, из-за болезни эту работу он так и не успел закончить. Известно, что Хитагурова связывали близкие дружеские узы с представителями церковной интеллигенции Владикавказа. В 90-х годах XIX века происходит одна из самых значимых встреч в жизни Коста – знакомство с семьей священника Спасопреображенского собора Александра Цаликова. Дом номер 27 по улице Цаголова, бывшая Терская, затерян среди современных построек. Простой и ничем примечательный, он принадлежал полковнику Александру Кочанову. Этот дом является главным свидетелем судьбоносных происшествий в жизни именитого поэта. Известно, что под крышей этого дома собиралась вся интеллигенция тех времен. В 1890-е годы эту квартиру снимала семья Цаликовых. Отец Александр и 3 дочери – Юлиана, Елена и Анна. Девушки имели прекрасное образование и работали учителями. Вся их семья принимала активное участие в общественной жизни Осетии. Коста всем сердцем полюбил Цаликовых. Часто навещал их и даже жил в их семье около года. Ему предоставили комнату на время работы над заказным портретом Александра III. Коста настолько тесно подружился с семьей Цаликовых, что эти отношения поддерживались до самого последнего его вздоха. Надо сказать, что во многом все, что мы знаем о Коста, о его жизни, о каких-то таких личных моментах, мы знаем во многом из писем, которые он писал Цаликовым, всем 3 сестрам, не только Анне Александровне, Александру Ивановичу Цаликову, и по воспоминаниям членов этой семьи. В этот небольшой промежуток времени происходит много значимых событий. В этих стенах Коста пишет прошение, в котором выступает против закрытия Ольгинской женской школы. Ведет активную общественную деятельность, отчаянно борется за права бедных, а в творчестве появляется народническое направление. Все это приводит к идеологическому противостоянию с властями Терской области. Коста был очень открытым человеком и в открытую всегда проявлял протест против царского произвола. Конечно, несмотря на свое дворянское происхождение, Коста был борцом за права бедняков. Коста очень тесно отстаивал вопросы образования вместе с Александром Васильевичем Цаликовым, который был священником, педагогом и просветителем. И именно за то, что они вместе отстаивали первую, единственную женскую школу, они оба и пострадали. Коста высылкой, а Александра Ивановича Цаликова настолько сильно преследовали власти, что он вынужден был покинуть Осетию и перебраться с семьей в Пятигорск. В этот же период Коста опять влюбляется и опять в Анну, на сей раз в младшую дочь Александра Цаликова. Он признается девушке в своих чувствах, но она любила и уважала его как друга, не более. Хитагурову опять было не суждено жениться на своей музе. Благодаря этим чувствам на свет родились такие известные стихотворения, как «Я отживаю век, ты жить лишь начинаешь», «Утес», «О чем жалеть». А вот стихотворение «Расстаться нетрудно» он посвятил всем 3 сестрам. Доподлинно известно, что семья священника всегда поддерживала и помогала Коста в сложные периоды жизни. В 1899 году Хитагурова опять отправляют в ссылку в Херсонскую область. Именно этот период жизни стал самым сложным. Ссылка нанесла непоправимый урон его здоровью. Несмотря на тяготы изгнания, вернувшись во Владикавказ, Коста с новыми силами вливается в общественную жизнь. В середине ноября 1901 года Хитагуров поселяется в небольшом двухэтажном особняке семьи Михайловых. Дом располагался на улице Воронцова, ныне Бутырина.
Здесь Коста снимал 2 комнаты на первом этаже. В 1979 году здание преобразовали в дом-музей Коста Ливановича Хитагурова. К счастью, на тот момент была жива внучка хозяина дома, Олимпиада Михайлова. Благодаря ее воспоминаниям удалось восстановить внутреннее расположение помещений и убранство комнаты самого поэта. При Коста вот весь первый этаж, где мы с вами находимся, был доходной частью. То есть семья сама проживала на 2-м этаже. А первую часть, у них был такой достаток, что они могли себе позволить полностью первый этаж предоставить под съемное жилье. И поэтому здесь у них были жильцы. И они таким образом дополнительный заработок имели. Коста снимал 2 комнаты. Одна, в которой я сижу, и другая комната чуть дальше, в которой он отдыхал. Чем его эти 2 комнаты устроили? Тем, что к ним был отдельный вход. Вообще дом имеет 3 входа. Парадный вход, служебный выход во двор, где у них были у Михайлова хозяйственные постройки, и выход на другую улицу, которая сегодня называется улица Бутоева. Так вот, Коста заходил в свои 2 комнаты через улицу Бутоева, никого не беспокоя. Как бы отдельная 2-комнатная квартира получалась у него. К сожалению, личных вещей Хитагурова сохранилось очень мало. Некоторые из них находятся здесь, в стенах особняка. В нашем музее в мемориальной комнате находится посох Коста, без которого он не обходился в последние годы своей жизни. Также альбом, подаренный самим Коста Смирнову, своему учителю по Ставропольской мужской гимназии, и табачницу «Арабчонок». Есть также у нас экспонаты, которые принадлежали близкому окружению Коста, близким людям, друзьям. Это, к примеру, рабочий стол Георгия Васильевича Баева, фотоаппарат, который был отреставрирован, но, к сожалению, он не работает, но он отреставрирован, который принадлежал Шадуле Джанаеву. В этот период Коста ведет активную публицистическую деятельность. Сотрудничает с частной газетой «Казбек», в которой были напечатаны 9 его статей. В этом доме Хитагуров закончил работу над этнографическим очерком «Особа». Он из Херсона вернулся очень больной. Очень истерзан он был и физически, и морально, духовно. И, казалось бы, он немножко должен был бы отдохнуть от всего этого, от всех этих проблем, которых было бесконечное множество тогда в том обществе, в котором он жил. Но, оказывается, нет. Например, одна статья называлась «Медицинская беспомощность», в которой он приводит такой факт, что на 200 тысяч населения горцев приходится 1 врач. Это, конечно, ужасающие цифры. Или о бездорожье в горах Кавказа. Это бездорожье вызывало очень много трагедий. Это была очень важная проблема, и Коста об этом говорил. В особняке Коста прожил около 2 лет. В это время активно шло строительство его собственного дома на углу улиц Рождественской и Армянской, куда он собирался переехать после свадьбы. Личная жизнь поэта стала налаживаться. Однажды он посетил в Ордоне своего давнего друга, знакомого Юрама Хурумова, которым он был знаком еще с Георгиевска-Осетинского, когда он там проживал, и он тоже там проживал. И увидел там его дочь, Елену Юрамовну Хурумову. Девушка ему понравилась, и через какое-то время он уже засватал ее. Девушка дала свое согласие. Дело стояло только за тем, чтобы скорее завершить строительство дома и сыграть, наконец, долгожданную свадьбу. Эта девушка, несмотря на то, что она сама была больна, у нее был туберкулез легких, она была значительно моложе Коста, на 22 года. Она была образованная девушка, она работала учительницей, хороша была собой. Нашлись даже люди, которые ее отговаривали, потому что Коста к тому времени уже из-за того, что вот он был измучен и тяжелыми ссылками, и здоровье его было пошатнулось, он выглядел даже старше своих лет. Но она оказалась мудрой девушкой, и она ответила: какой бы он ни был, это великий Коста, я почту за честь разделить с ним его судьбу и пойду за ним туда, куда он меня позовет. Они готовились к свадьбе. Коста был счастлив как никогда. После обручения он писал полные надежд письма своим друзьям, знакомым и приглашал на предстоящее торжество. Но, к сожалению, ему так и не довелось испытать семейного счастья.
Состояние здоровья, подорванное во время Херсонской ссылки, резко ухудшилось. Строительство дома было приостановлено. Тот дом на улице Армянской сохранился до наших дней. Точно неизвестно, когда Коста съехал из этой квартиры. Возможно, в самом конце 1902 года. Он какое-то время переезжает и поселяется у своего родственника и очень близкого друга Нико Хитагурова. Супруга Нико Хитагурова, Раиса Васильевна Хитагурова, она ухаживала за Коста. Когда болезнь стала прогрессировать, сестра увезла его в селение Лаба, Георгиевско-Остинское. Она ухаживала за братом и надеялась на скорое его выздоровление. Однако судьба распорядилась иначе. – 19 марта 1906 года народного поэта не стало. Ему было 42 года. Хитагуров не прожил долгую и счастливую жизнь, но каждый ее этап был насыщен общественной и просветительской деятельностью. История жизни Коста – история безгранично талантливого человека, который хранил в сердце истинную любовь к своему народу.